на Ближнем Востоке и вызвал резкий рост цен на нефть и газ, резко контрастирует с комментариями генсека НАТО, регулярно пытающегося угодить американскому лидеру Дональду Трампу, чтобы Вашингтон продолжал участвовать в делах Альянса, пишет газета Financial Times. Как отмечает издание, европейские чиновники обеспокоены расхождением между словами Рютте и мнением большинства европейских столиц. Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркивала, что происходящее – это не война Европы. Ее поддержали представители Германии, Италии и Испании. Минцифры начнет фильтровать абсолютно весь трафик Рунета. Для этого в 2,5 раза увеличит пропускную способность систем блокировки ТСПУ, технических средств противодействия угрозам. К 2030 году она составит 954 терабита в секунду. Такая мощность позволит анализировать не только выборочные сайты-мессенджера, и ее хватит для фильтрации всего потока данных с запасом на его естественный рост, расширение блокировок и появление новых методов их обхода. На модернизацию оборудования дополнительно выделят почти 15 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». Итоговая стоимость соответствующего федерального проекта составит 84 миллиарда рублей. Как сообщили газете в Роскомнадзоре, система масштабируется в соответствии с ростом трафика операторов связи. Собеседник издания на телеком-рынке объясняет, что у ТСПУ есть ограниченная мощность. Когда система не справляется с обработкой трафика, на ней включается режим байпас. В этом случае он идет напрямую. Такая ситуация, по словам источника, произошла в ночь на 23 марта, когда многие заблокированные в России ресурсы начали неожиданно открываться. Курс валют в среду. Китайский юань стоит 11 рублей 73 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 80,96. Курс евро сегодня 93 рубля 92 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 8. Сегодня в столице ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до 14 градусов. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Буквально полчаса назад, в 9:32, у меня в Телеграме, в комментарии к моей статье «Уроки новых войн», которая вышла пару дней назад, Николай, не знаю фамилию, отчество, написал в качестве комментария, что нам даст, комментария вопроса, я бы даже сказал, что нам даст ограниченный ядерный удар по Украине сейчас, если она не капитулирует, что делать тогда? Да и партнеры знают, что Россия сначала пуд своей крови прольет, а лишь затем каплю их, очевидно имеется в виду их. Их, может быть, остановит сознание, что смерть пришла именно за ними, и именно сейчас, и то многоточие. Значит, сама формулировка вопроса предполагает, что, значит, даже если ударить по партнерам, то это их может их не остановить. Значит, соответственно, это получить удар в ответ. Гарантированный. Вот. А что касается, собственно, ядерного удара по Украине, то я, конечно, не буду статью сейчас вслух зачитывать. Она не такая, конечно, длинная, но у нас не для этого время выделено. Просто коротко скажу, что она была посвящена совсем не ядерному удару по Украине, а изменившемуся формату
прокси-войны, потому что там приводились примеры, что Соединенные Штаты в Афганистане, там, то есть во Вьетнаме, СССР в Афганистане вели прокси-войны, спокойно их проиграли и ушли оттуда. Но что сегодня те же Соединенные Штаты фактически ведут прокси-войну в Иране, потому что Иран, что мы бы об этом не говорили, по сути дела выступает российско-китайским прокси. Россия ведет прокси-войну на Украине, потому что Украина выступает американским там, или европейским прокси. Но американцы сейчас говорят, что они ни при чем, но мы-то знаем, что при чем. И очень серьезно при чем. В плане разжигания этой войны. Да и, в общем-то, как-то урегулирование, которое предлагала Россия на Соединенным Штатам еще до начала СВО, не произошло. То есть Америка все равно выступает с позиции «договаривайтесь с Украиной», а мы просто мимо проходили. Хотя Россия постоянно настаивает на том, что урегулирование должно носить глобальный характер, то есть переговоры должны вестись или в том числе с Соединенными Штатами, или даже с Соединенными Штатами в первую очередь. Но США предпочитают выступать в виде посредника. Так вот, в изменившихся обстоятельствах, в условиях глобального системного кризиса и вызванного им же глобального противостояния, когда, по сути дела, все конфликты слились в один, и все являются элементами одного глобального противостояния. То есть это сражение вдоль одной и той же линии фронта. Даже проигрыш одного конфликта с морально-политической точки зрения, причем как с внутриполитической, так и с внешнеполитической, ни одна сверхдержава не может себе позволить. Слишком высокие ставки. Ну, то есть, по сути дела, если там проигрыш Вьетнамской войны или проигрыш Афганской войны не ставил под сомнение статус СССР или Соединенных Штатов как сверхдержавы, потому что оба государства, и Вашингтон, и Москва на тот момент, признавали друг друга таковыми. А все остальные в мире были их вассалами. Или одних, или других. И поэтому их мнение вообще никого, по большому счету, не интересовало. Вернее, они присоединялись к мнению своих сеньоров. Вот, поэтому даже проигрыш какой-то компании, проигрыш прокси-войны, ничего по сути в расстановке глобальных сил не менял. Сейчас проигрыш любой компании приводит к серьезному подрыву авторитета. Ну вот, смотри, Соединенные Штаты еще не провоевали в Иране даже месяц. То есть каких-то там 20 дней. Значит, чем все это дело закончится, никто не знает. Насколько эффективно окажется Иран, насколько эффективно окажется Соединенные Штаты и Израиль, кому удастся привлечь больше ресурсов, больше союзников, кто ими более разумно распорядится. Сколько будет продолжаться эта война, никто не знает. Но уже сейчас речь постоянно идет о том, что авторитет Америки подорван там, и так далее. Вспомните начало СВО, когда, ну вот сейчас закончим через месяц, через 2, через 3, через полгода. Значит, да, кстати, на второй год СВО Украина все еще пыталась наступать. Так что положение Соединенных Штатов сейчас не такое уж критичное. На них пока никто не наступает. Так вот, после того, как стало понятно, что ни через месяц, ни через 2, ни через полгода это не закончится, на Западе тогда тоже заговорили о подрыве авторитета России, которая, вот видите, не смогла справиться с Украиной, и теперь мы будем Украине помогать. И действительно, помощь валом пошла где-то через полгода и позже. То есть там, в начале каски, потом бинты, потом стрелковое оружие, потом артиллерия там, и так далее и тому подобное. Вплоть до авиации. Сейчас уже речь идет о передаче, возможной передаче Украине ядерных боезарядов. Средства доставки уже есть. Еще ничего не кончилось. И в конечном итоге Россия добилась перелома, наступает на Украине. И даже
вырвало у Запада признание в том, что украинская кампания проиграна, что Россия ее выиграла. Но, тем не менее, попытка затянуть ее, попытка изменить ход боевых действий там все равно присутствует. Она присутствует не просто так, а именно в силу того, что вот эти вот прокси-войны, они могут наносить и даже наносят по ходу дела серьезный морально-политический ущерб. Причем он как внутриполитический, так и внешнеполитический. И учитывая, что если мы, там, скажем, с 30-х, 40-х годов не очень активно играем на внутриполитических фронтах Запада, то Запад на наших внутриполитических фронтах продолжает играть достаточно активно. Вот. И именно поэтому современные вот прокси-войны носят другой характер, носят принципиальный характер. Сверхдержава не может позволить себе проиграть прокси-войну. Вот об этом, собственно, шла речь в статье. А дальше делались простые даже не выводы, а я просто опирался на заявления политиков, представляющих сверхдержаву, что в Вашингтоне, что в Москве. Значит, ну и вот сейчас американцы, значит, вплотную рассматривают вопрос и даже дискуссию ведут, что лучше, сухопутная операция или ядерный удар по Ирану, пусть его нанесет Израиль, пусть даже не Соединенные Штаты. И дискуссия ведется не просто так, потому что у каждого из этих вариантов есть свои преимущества и свои недостатки. Что касается сухопутной операции, то Соединенные Штаты собираются, как всегда, относительно небольшими силами, 15-20 тысяч человек. Значит, там 82-я воздушно-десантная дивизия и 2 экспедиционных отряда морской пехоты из состава корпуса морской пехоты, значит, высадиться где-то на иранском побережье, судя по всему, создать защищенную позицию и таким образом стимулировать вступление в войну с Ираном разного рода там курдов и соседей иранских каких-то, которых Соединенные Штаты пытаются на Иран активно натравить, значит, но которые боятся, что в войну-то они вступят, а потом окажутся там одни. Ну вот американцы посылают свои войска, чтобы показать, вы не одни. Здесь вот мы тоже участвуем в сухопутной операции, даже мы в первую очередь. Ну и кроме всего прочего, вьетнамская кампания тоже начиналась там с высадки нескольких десятков или нескольких сотен советников, которые очень быстро превратились в сотни тысяч людей. То есть, заняв плацдарм, потом его можно расширять, можно дополнительные войска посылать там, и так далее. Значит, с одной стороны. С другой стороны, никто не уверен, что Иран не найдет возможность противодействия этой высадке, что сухопутные войска Соединенных Штатов не начнут нести неприемлемые потери. Да, это не Вьетнам и не призывная армия, поэтому уровень устойчивости общества к потерям этой армии значительно выше, чем к потерям той армии, которая была во Вьетнаме. Но, тем не менее, потери в несколько тысяч человек в течение короткого времени, учитывая, опять-таки, внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах и учитывая, что как минимум половина местных политиков попытается это отыграть и на промежуточных выборах в Конгресс, и на выборах президента, является достаточно такой опасным неизвестным. То есть непонятно, будут большие потери или не будут. То есть будут большие успехи или будут большие потери. И как прореагирует американское общество, если потери будут больше, чем хотелось бы, а успехи меньше, чем хотелось бы. В этом, собственно, заключается опасность для действующей администрации, которой нужна быстрая победа, но совсем не надо большое кровопролитие со стороны Соединенных Штатов. С другой стороны, ограниченный ядерный удар. Правильно спрашивает
Николай, правда, он спрашивает по поводу Украины. Значит, а если они не капитулируют? Это же можно спросить по поводу Ирана. А если они не капитулируют? То есть надо тогда наращивать силу ядерных бомбардировок того же самого Ирана. И какую цель тогда перед собой ставить в конечном итоге? Потому что даже удары по атомной электростанции иранской могут привести к фатальным последствиям для монархии Персидского залива. То есть, буквально сделать часть этих стран непригодными для жизни. Они же маленькие и будут находиться в зоне радиоактивного заражения. Но это, повторяю, удары по атомной электростанции в Ушеле. А многочисленные ядерные удары по куда попало, в том числе, естественно, по нефтепромыслам там, и по другим привлекательным целям, сделают зону залива вообще непригодной для жизни и деятельности человека на неопределенное количество времени. И в таком случае непрогнозируемые последствия для рынка энергоносителей, непрогнозируемые последствия для позиций тех же США в регионе. Потому что неясно в конечном итоге реакция арабского мира на действия, которые приведут к ликвидации части стран арабского мира. Не только и не столько Ирана, потому что Иран-то будет сопротивляться до последней возможности, даже под ядерными бомбардировками. Значит, сколько стран Персидского залива, которые слишком маленькие для того, чтобы выдержать экологические последствия этой катастрофы. То есть тоже слишком много неизвестных для того, чтобы считать такой вариант однозначно хорошим. Но других вариантов нету. Трамп предлагал другой вариант. Он предлагал Ирану принять американские условия. То есть американцы соглашались с тем, что они войну выиграть не могут, но предлагали Ирану все равно капитулировать, чтобы не было хуже. Чтобы не заставлять Соединенные Штаты выбирать между худшими вариантами. Судя по тому, что сейчас на Ближний Восток движутся американские войска, именно войска быстрого реагирования, та же самая 82-я воздушно-десантная дивизия и экспедиционные отряды морской пехоты, судя по всему, выбор все-таки сделан на первом этапе в пользу сухопутной операции. Это понятно, потому что такая операция представляется более управляемой, и кажется, что ее можно с большим успехом и с большей вероятностью безболезненно свернуть. Не получилось. Значит, морпехи сели назад на свои корабли и уплыли. Десантников забрали вертолеты и увезли. Какие-то потери понесли. В общем, не смертельно. А если и смертельно, то не для Соединенных Штатов, а только для власти республиканцев в ближайшие годы. А потом все вернется на круги своя. То есть, поэтому, судя по всему, они сделали на первом этапе выбор в пользу сухопутной операции. Но если сухопутная операция не проходит, то независимо от судьбы администрации Трампа остается вопрос, а как дальше реализовывать интересы Соединенных Штатов. Позволить себе проигрыш не может не только администрация Трампа. Позволить себе проигрыш не могут Соединенные Штаты как государство. Итак, если Иран не капитулировал под давлением, Иран не капитулировал после начала сухопутной операции, сухопутная операция не прошла, что остается? Опять остается два варианта. Либо продолжать бомбить до морковки на заговенье, или пока есть ракеты, и получать в ответ. Либо нанести ядерный удар. В чем, опять-таки, здесь привлекательность ядерного удара? Он практически исключает возможность адекватного иранского ответа
и позволяет с большей степенью вероятности вынести как иранские средства ПВО, так и часть иранских возможностей по ракетам баллистическим, которыми там обстреливается Израиль, которыми обстреливается Ближний Восток. Ну и опять-таки разрушить систему управления, разрушить логистику внутри страны, подорвать экономику и так далее. Просто ядерное оружие мощнее, соответственно, одна бомба нанесет значительно больший ущерб, чем 2 десятка обычных высокоточных. Потому что мощность заряда тоже никто не отменял. Плюс радиоактивное заражение местности, пусть оно и будет не очень сильным, и со временем пусть даже рассосется, но тем не менее на достаточно длительный период она как минимум осложнит восстановительную работу. Поэтому вероятность выбора, пусть на втором этапе, в пользу ядерного удара тоже существует, и она очень немала. Потому что, еще раз говорю, отступить нельзя. Все варианты, кроме ядерного, вроде бы как перепробовали. Если они не привели к решению проблемы, надо пробовать последний, либо признавать свое поражение. Я лично не представляю Соединенные Штаты, признавшими поражение в такой ситуации. Еще раз говорю, это не Вьетнам. И не середина прошлого века, там даже не вторая, не третья четверть прошлого века. Это совершенно другие обстоятельства, другая ситуация. И возможность подобного рода отступления американская доктрина, современная политическая, практически не предусматривает. Абсолютно аналогичная ситуация у России на Украине. Значит, Россия втянулась в эту прокси-войну против своей воли, но она должна в ней побеждать, исходя из своих собственных интересов. Она не может уйти. И, опять-таки, точно так же, как Трамп предлагал Ирану капитуляцию до военного поражения, Путин тоже предлагал Украине капитуляцию до военного поражения. То есть признайте российские интересы, согласитесь с тем, что они будут защищены помимо вашей воли. И в таком случае, значит, все сразу закрывается. До сих пор Россия официально говорит, что как только российские условия мира удовлетворены, значит, боевые действия мы готовы прекратить буквально моментально. Но для этого надо получить удовлетворение российских условий мира. И Украина, точно так же, как Иран, постоянно говорит нет. И выдвигает свои неприемлемые условия. Думаю, что вы обратили внимание, что Иран практически отзеркалил поведение Украины и выдвинул Соединенным Штатам абсолютно неприемлемые для них условия мира. Там тоже, кстати, есть и репарации, и контрибуции, и вывод баз с Ближнего Востока. Значит, ну, буквально Иран отзеркалил условия, которые Украина предлагает России. Это, кстати, для нас еще один повод утверждать, что эти военные конфликты являются двумя сторонами одной медали. То есть они абсолютно взаимосвязаны. И их нельзя разделять. И именно поэтому тоже, значит, ни одна из сверхдержав не может позволить себе проиграть подобного рода конфликт. Потому что если вторая в это время выигрывает, то это глобальная победа выигравшей сверхдержавы и глобальное поражение проигравшей. Так вот, опять-таки, Россия оказывается в ситуации, когда обычные удары обычным оружием, пусть даже массированные, не достигают цели, то есть они не принуждают Украину капитулировать. Она несет серьезные потери экономические, энергетические, демографические и так далее, но демонстрирует готовность и намерение продолжать войну. Наступление развивается пока достаточно медленно. И мы имеем право даже ожидать
его ускорения, потому что до сих пор, в течение 24-25 года, оно проходило все-таки с ускорением. Но Украина и ее европейские союзники заявляют о готовности и желании воевать еще от 1,5 до 3 лет, как минимум. Имея в виду, что за это время должны Соединенные Штаты вернуться в антироссийскую коалицию, она должна опять укрепиться там, и так далее. И создать абсолютно блокированную ситуацию для России. То есть решать вопрос надо быстрее. Решать вопрос желательно в этом году с Украиной. Простым механическим увеличением числа войск на линии фронта этого не добьешься. Именно потому, что практика и опыт современной войны свидетельствует о том, что концентрация больших масс войск немедленно притягивает к себе удары ракетами и беспилотными аппаратами противника. То есть в любом случае боевые порядки приходится держать предельно разреженными. Поэтому создать массу войск там, в 2 миллиона, в 3 миллиона, задавить быстро массой не получается. Как уже было сказано, мы в этом самом по части артиллерии, авиации, высокоточного оружия Россия имеет преимущество, причем уходит постоянно в отрыв, но это преимущество оказывается нерешающим, так как за счет массового производства дешевых беспилотных летательных аппаратов, опять-таки зеркальная ситуация в Иране, Украина частично компенсирует свою огневую недостаточность. Недостаток артиллерии и авиации, она частично, не полностью, но частично компенсирует наличием большого количества беспилотных летательных аппаратов, которые выполняют самые разные функции, но в первую очередь ударные функции. Если это затянется, опять-таки, то вырастает опасность вступления постепенного в конфликт либо европейских стран, либо даже Соединенных Штатов после европейских стран или вместе с европейскими странами. То есть расширение конфликта, расширение кризиса, что, безусловно, для нас не просто невыгодно, а абсолютно неприемлемо. Так, сейчас у нас новости, потом вернемся. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. В Москве 10 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 4 подростков задержали по подозрению в поджогах в Московской области. Как сообщили в ФСБ, они могли действовать в интересах спецслужб Украины. Также пресечена деятельность 4 граждан России, причастных к организации работы симбоксов. По данным ведомства, несовершеннолетние поджигали объекты транспортной инфраструктуры, связи и банкоматы. При общении с девушками в группах знакомств в мессенджере Telegram подростки отправляли им координаты школ и торговых центров. После этого потенциальным жертвам звонили мошенники и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что ВСУ используют переданные координаты для планирования ракетных ударов и беспилотных атак. Под угрозой уголовной ответственности девушек склоняли к противоправным действиям под предлогом проверки антитеррористической защищенности. В отношении задержанных подростков возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Преступления организаторов симбоксов могут квалифицировать как содействие терроризму и госизмену. По этим статьям задержанным грозит срок вплоть до пожизненного. Пентагон направил 2000 десантников на Ближний Восток. Туда перебросили военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии. В регион уже направляются около 4500 морских пехотинцев. Развертывание 2000 десантников увеличивает общее число дополнительных сухопутных войск в зоне боевых действий почти до 7000 человек. Это означает новую эскалацию конфликта в Персидском заливе, отмечает газета «Нью-Йорк Таймс». Всего в военной операции «Эпическая ярость» задействовали 50 000 военнослужащих
военнослужащих из стран Ближнего Востока, Европы и США. По словам собеседников газеты, американские десантники направляются в место, которое находится в пределах досягаемости Ирана. США могут использовать их для захвата острова Харк, главного центра экспорта иранской нефти в северной части Персидского залива. Минцифры начнет фильтровать абсолютно весь трафик Рунета. Для этого в 2,5 раза увеличит пропускную способность систем блокировки ТСПУ, технических средств противодействия угрозам. К 2030 году она составит 954 терабита в секунду. Такая мощность позволит анализировать не только выборочные сайты и мессенджеры. Ее хватит для фильтрации всего потока данных с запасом на его естественный рост, расширение блокировок и появление новых методов их обхода. На модернизацию оборудования дополнительно выделят почти 15 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». Итоговая стоимость соответствующего федерального проекта составит 84 миллиарда рублей. Как сообщили газете в Роскомнадзоре, система масштабируется в соответствии с ростом трафика операторов связи. В Госдуме спрогнозировали резкий рост поездок россиян в Северную Корею. В 2026 году число посещений КНДР увеличится на 20-40% по сравнению с 2025 годом. Рост будет поддерживаться за счет изменения географии выездного туризма россиян. Также окажет влияние интерес к новым нестандартным маршрутам. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Погода. Сейчас в Москве плюс 8. Сегодня в столице ясно, без осадков. Днем воздух прогреется до 14 градусов. Ветер южный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва. Говорит Москва. Реклама. Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту. Ага. Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и плати удобно в путешествиях. Как еще раз найти? Ищи в Яндексе «Плати по миру». О, Капибара. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925 33 17, код 495. Право знать. Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. И снова здравствуйте. Итак, мы остановились на наших проблемах на Украине. Так вот, значит, несмотря на массированные удары, несмотря на массированные наступления, значит, пока что Украина держится, и Запад намерен поддерживать, ну, по крайней мере, европейские страны намерены ее поддерживать и создают условия для возможного расширения фронта на Балтике российского. Значит, по этому поводу Россия уже отреагировала, заявив, что будет использовать все возможности, намекая на возможность использования ядерного оружия против инициаторов, допустим, там, Балтийской блокады. То есть ядерная тема находится на устах и у американских политиков, и у российских политиков. Значит, не говоря уже об израильских политиках, которые об этом говорят с завидной регулярностью многие годы, угрожая всем своим врагам на Ближнем Востоке возможностью ядерного удара. Ну, если для Израиля это, кстати, нормальная ситуация, в которой он живет постоянно, значит, то российские, американские политики стали говорить о возможности применения ядерного оружия против своих противников буквально в последние 1,5 года примерно. И говорят об этом все активнее. Возникает вопрос, против кого нам выгоднее применить ядерное оружие?
против натовских стран на Балтике или против Украины. С моей точки зрения, выгоднее против Украины, потому что, закрывая украинскую тему, значит, мы сокращаем возможности для стран НАТО оказывать давление военно-политическое на Россию. Нет Украины, нет причин для давления. Ну, то есть, конечно, можно там, говорить о непризнании геополитических изменений, непризнании изменения границ там, и так далее. И, очевидно, об этом будут говорить. Но посылать советников, войска и военную технику в отсутствие линии фронта и государства, которое их может принять и использовать, некому и некуда. И это уже значительно облегчает ситуацию. Это не снимает полностью всех проблем, потому что конфронтация с Европой у нас, очевидно, тоже сохраняется. Но, по крайней мере, у европейских ястребов резко сокращается возможность мобилизации сил на открытую войну с Россией. Потому что вопроса, за что воевать? За Украину, которой нету? А какой смысл в этом для европейских государств? Противостоять, да, вести такую изматывающую холодную войну, приграничную, значит, с этим придется жить какое-то количество лет. Но шанс потенциальной большой провокации, с моей точки зрения, в такой ситуации резко падает. Ну и вот опять-таки возникает дилемма. И Россия, так как и Соединенные Штаты, пытаются добиться пока что результата именно усилением давления в рамках своей сухопутной операции, которая на Украине ведет изначально. То есть пытается окончательно сломать сопротивление ВСУ, значит, при помощи обычных вооружений, за счет этого добиться либо капитуляции Украины, либо ликвидации Украины, там уж как получится. Но гарантии, что при помощи обычных вооружений, при активном противодействии Европы, значит, удастся добиться желаемого результата, у нас нет стопроцентной. Так же, как у американцев нет стопроцентной гарантии, что их сухопутная операция в Иране принесет им желаемую быструю победу. А нам тоже желательно победа быстрая, потому что чем дольше мы ее откладываем, тем больше возможностей мобилизации ресурсов против нас остается у Запада. Соответственно, если мы не можем прийти к быстрой победе с использованием обычных вооружений, обычных вооруженных сил, значит, то необходимо искать другие пути. Из других путей у нас, опять-таки, не использовано только ядерное оружие. При этом удар по Украине мало чем отличается от удара, там, допустим, по Швеции, Финляндии или Польше. Не говоря там уже о мелких странах Балтии. Там страны НАТО, удар по которым будет ударом по НАТО. Да, это не обязательно включает механизм начала войны, потому что после расширения НАТО, значит, механизмы автоматического вступления в войну практически перестали работать. Потому что там до 90-х годов ядерный удар по любой стране НАТО означал массированный ядерный удар в ответ. И начало полномасштабной, всеуничтожающей ядерной войны. Сейчас теоретически этого можно избежать. Ну, то есть противник может не ответить или ответить ограниченно. Но это, опять-таки, переводит конфронтацию с НАТО, с коллективным Западом из плоскости прокси-войны в плоскость открытого военного столкновения, что не только усложняет
общую проблему, значит, но и создаем условия для дальнейшей эскалации, в том числе для дальнейшей эскалации ядерного кризиса. Поэтому я исходил из того, что в случае, если Россия таки дойдет до необходимости применять ядерное оружие, наиболее эффективным будет его применение на Украине. Потому что позволяет закончить украинскую кампанию победой, тем самым закончить открытую горячую войну и выйти уже в режим долговременного геополитического, военно-политического противостояния, но без войны, значит, на совершенно других, более приемлемых, более интересных для России условиях. Понятное дело, что у нас еще есть время и возможность выиграть войну и без каких-то серьезных эксцессов. Но надо иметь в виду также то, что по мере ослабления своих фронтовых возможностей, по мере ослабления своих возможностей противодействия России обычными видами вооружений, Украина все сильнее и сильнее склоняется к масштабной провокации, ракетной провокации, возможно, даже ядерной провокации, которая должна нанести серьезный ущерб России, и в первую очередь, опять-таки, ущерб морально-политический. И, опять-таки, в первую очередь, ущерб внутриполитический. То есть не случайно последовало с украинской стороны заявление, которое потом продублировал Шойгу, о том, что в России практически не осталось территории, недоступной для украинских дронов. Ну, думаю, что какая-то территория где-нибудь на Чукотке или на Камчатке осталась, но, в принципе, понятно, что в пределах 5-7 тысяч километров от границы, то есть где-то там до района Красноярска, Новосибирска, существует досягаемость для украинских БЛА. Насколько таких беспилотных аппаратов много, мы не знаем, но, видите, совсем недавно еще считалось невозможным использование украинских беспилотных аппаратов морских за пределами Черного моря. Но при поддержке союзников Украина смогла добиться их использования на отдаленных морских трассах, и мы там начали нести потери наших танкеров. Да, пока что это Средиземное море, но лиха беда начала. Значит, станции, военные базы, торговые фактории в Великобритании есть и на Атлантическом океане, и в Тихом океане. Так что где расположить базы или тайные базы, секретные базы украинских беспилотных аппаратов морских, в принципе, есть. Для того, чтобы усиливать давление, опять-таки, на российские торговые пути, для того, чтобы усиливать давление на российские торговые суда, подрывать российскую торговлю, тем самым наносить косвенный удар по российской экономике, но и, опять-таки, демонстрировать обществу. Смотрите, вы ничего не можете. А конфликт такого масштаба очень тяжело вести и выигрывать в сверхдержаве, потому что вот посмотрите на ситуацию с хуситами. Против них мобилизовали все крупные страны Ближнего Востока. Те вели войну, и как там билось 30 царей до 40 королей, бились, да только сами разбились, да? Сложно добиться перевеса в действиях против практически партизанских сил.
Соединенные Штаты во Вьетнаме, Советская армия в Афганистане, Ближний Восток при поддержке Соединенных Штатов в борьбе с хуситами. Там, тот же Ирак, в котором Соединенные Штаты вроде бы присутствуют в качестве оккупирующей страны, но слабо контролируют ситуацию на его территории. Та же развалившаяся Ливия, значит, на территории, контролируемой различными военными группировками, или тоже развалившаяся Сомали на территории, контролируемой различными военными группировками. Но, тем не менее, с которым американцы когда-то пытались сладить, но не сладили, вынуждены были быстро эвакуировать оттуда свой спецназ. Это силы, которые растворяются во времени и в пространстве и появляются в самом неудобном для вас месте, которые получают вооружение и поддержку от ваших противников, с которыми именно поэтому вам трудно воевать, так как они не опираются на какое-то там промышленное производство, которое можно уничтожить. У них нет национального банка, который можно уничтожить. Финансово их поддерживают из-за рубежа, в экономическом плане, в военно-техническом плане их поддерживают из-за рубежа, а мобилизационные возможности у них практически не ограничены, потому что все эти племенные союзы, они, по идее, могут поставить под ружье все взрослое население. То есть речь всегда идет о миллионах потенциальных солдат, выступающих против нас. Ну или против любой там сверхдержавы, которая пытается выиграть подобного рода войну. Поэтому попытка решить проблему с помощью ядерного оружия это единственное, чего не предпринимали до сих пор. Хотя уже во время Корейской войны и во время Вьетнамской войны американские военные неформально настаивали на том, что ядерное оружие необходимо применить. Но это были еще те обстоятельства, да, и тогда его применение в инициативном порядке первыми против неядерной страны наносило имиджу страны на международной арене слишком большой ущерб. Сейчас на это никто не обратит внимания. Вернее, как обратят, но начнут дискуссию о том, правильно ли сделали или неправильно сделали. Значит, надо осуждать или надо благодарить. В зависимости от того, как конкретные политики или как конкретная политическая сила ориентированы, то есть каким они видят светлое будущее всего человечества. Потому что не только у нас есть политики или силы, поддерживающие Запад, прозападные силы, но и на Западе есть достаточно большое количество людей, которых они называют пророссийскими, в том числе и среди политиков, значит, которые просто поддерживают близкие нам концепции светлого будущего. То есть, по сути дела, противостояние, которое сейчас мы ведем глобальное, является не только столкновением различных государств, но еще и гражданской войной внутри каждой из стран, участвующих в столкновении. Думаю, что и не участвующих тоже. То есть практически выбор предлагается сделать каждому гражданину планеты, на чьей он стороне. И в данном случае морально-политическая составляющая играет большую роль. То есть люди любят присоединяться к победителю. Если сверхдержава слишком долго не может победить обычное государство, значит, то начинают срабатывать такие архетипические представления о том, чем все это должно закончиться. Ну вот видите, во Вьетнаме тоже долго не побеждали, потом убежали. Видите, в Афганистане тоже долго не побеждали, потом вынуждены были уйти оттуда. И этот момент все равно уйдут, или все равно вынуждены будут уйти, значит, он становится не просто обсуждаемым, да, а принятым по умолчанию. Для того, чтобы сломать эту тенденцию, надо продемонстрировать не только свое желание, но и возможность остаться и все равно добиться приемлемого для себя решения данной проблемы. Такие возможности сейчас предоставляет, опять-таки, только применение ядерного оружия.
других практически нету. По поводу применения есть условный консенсус внутри каждой из стран. То есть сторонников применения ядерного оружия однозначно больше. Так же, как больше у нас там сторонников возвращения смертной казни и так далее. Люди всегда любят в случае опасности резкие шаги. Если опасность исходит от человека, значит, надо по этому поводу внести в Уголовный кодекс, значит, положение о безальтернативной смертной казни. Пусть он сам боится. Значит, если опасность исходит от государства, значит, необходимо его уничтожить коллективными усилиями. Если это решение недостижимо при помощи обычных вооруженных сил, обычных вооружений, то тогда возникает вопрос, ну ядерное оружие есть, зачем? Чтобы показывать его кому-то. Так уже напоказывались, все уже знают. Значит, для применения, и, повторяю, в обществе, и в нашем обществе, и в американском, в европейском, в каком угодно обществе, значит, растет идея того, что можно совершенно спокойно применить. Все же мы, кстати, умные, образованные люди, мы не будем доходить до крайностей, значит, мы проведем ограниченный ядерный конфликт. Вот уничтожим там отдельно взятую страну, остальные поймут, что так нехорошо. Вот для Соединенных Штатов такой целью является Иран. А для нас, повторяю, мы можем цели выбирать по своему усмотрению, но поскольку увязли мы именно на Украине, то, с моей точки зрения, предпочтительной целью является Украина. Вот. Ну и заканчивая разбор данного вопроса, там речь шла еще о том, что все равно серьезный ущерб не нанесем, то есть, а если они не капитулируют? Так они и так не капитулируют. Задача в том-то и состоит, чтобы, применив более мощные виды вооружений, добиться их поражения де-факто. А признали они его де-юре или не признали, уже будет неважно. Монголы, когда жгли Рязань, они же не спрашивали, кто будет подписывать капитуляцию. Они удовлетворились фактом. Город уничтожен. Вот и здесь также необходима ликвидация украинской государственности. Желательно с меньшими человеческими потерями, но сейчас это уже никакой роли не играет. Об уменьшении человеческих потерь можно было говорить в 1922 году, но тогда надо было, заходя на Украину, стрелять направо и налево, для того, чтобы не дать возможность провести мобилизацию, для того, чтобы запереть войска в казармах, значит, и заставить их сдаться. Если это не было сделано, по причине уверенности в том, что братский народ нас поддержит, то сейчас уже рассчитывать на какой-то более-менее благоприятный исход по принципу разово убьем больше, но зато воевать будем меньше, и поэтому в конечном итоге количество жертв окажется меньше, уже бессмысленно. Уже за 1 миллион перевалило количество жертв на Украине, это уже очень много. Да, большинство из них погибло на линии фронта, но это по большому счету все равно. Для семей уже, в общем-то, разрушено большое количество городов, и, очевидно, будут разрушены еще города, как минимум в Поднепровье, в приграничье с Россией, те, которые не успеют вовремя сдаться. То есть ситуация в любом случае складывается такая, что можем только констатировать войну на уничтожение. То есть мы должны победить, и поэтому количество жертв противника нас в данном случае уже не интересует. Хотели победить с наименьшими затратами и с наименьшими жертвами у противника, потому что он рассматривался как перспективный союзник,
но осознав, что перспективным союзником он никогда не будет, и даже нейтральным никогда не будет, а все равно будет предоставлять свою территорию для действий против России, значит, оказались между двумя вариантами: его капитуляция или его ликвидация. Ну, потому что есть еще, так сказать, вариант провозглашения себя проигравшими ухода, но он не действует в данной ситуации, как я уже говорил. То есть реализация такого варианта наносит гигантский ущерб российским интересам. Вот. Поэтому, по сути дела, остается два варианта. Значит, вариант принуждения к выгодному России миру одним или другим способом. Один из этих способов, пока что еще не испробованный Россией, это применение ядерного оружия. Все остальные способы уже опробованы. Он может оказаться неэффективным, то есть Украина может консолидированно, значит, отвергнуть перспективы сдачи даже в случае применения против нее ядерного оружия. Но он может оказаться и достаточно эффективным, потому что, опять-таки, он несет еще и серьезную моральную нагрузку. То есть ядерный удар демонстрирует, что пойдем до конца. Следовательно, можно нанести и второй, и третий, и пятый, и 10. Они обладают значительно большей разрушительной силой. Если прилетает одна ракета и не всегда выносит один трансформатор, иногда для этого надо 2-3 ракеты, то в ядерном снаряжении прилетает одна ракета и нету города со всеми его трансформаторами, там, магазинами, элеваторами и так далее, и тому подобное, вокзалами. То есть все это просто уничтожается. И это тоже серьезный удар не только по экономическим, но и по демографическим возможностям, главное и по военным возможностям, потому что большой город в рамках нынешней военной конфронтации используется еще и как крепость. Ну вот одно дело штурмовать эту крепость при помощи полевых пушек, а другое дело один раз нанести мощный удар, который просто сотрет ее с лица земли вместе с гарнизоном. Вот. Поэтому соблазн применения ядерного оружия велик. Общество в целом такую идею поддерживает. Отступать некуда. Значит, потому что, опять-таки, альтернативой может быть еще столкновение между Россией и Соединенными Штатами прямое. Это не прокси-столкновение, там наши с американскими проксиями, их с нашими прокси, а прямое столкновение. Но это еще хуже. Вот. Спасибо всем за внимание. Наше время вышло. Сейчас новости. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Для рекламы в Telegram и YouTube необходим переходный период до конца 2026 года. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. В это время ответственность за распространение рекламы в мессенджере и видеосервисе применяться не будет. Как заявили в ФАС, хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентирования на другие рекламные каналы. В ведомстве уточнили, что будут и дальше контролировать рекламу